Сегодня мы решили сделать вот такую небольшую рубрику, лайфстайл сделать. Хочу вам показать свой дом. Это мой двор. Здесь у нас немножко не хватает озеленения. Хочу посадить деревья, сделать красивый какой-нибудь ландшафт. Сейчас тем более сезон, весна пришла. Сегодня мы поедем на базары, будем изучать цены. Надеюсь, вам это будет полезно. Мало кто знает, что я работал снабженцем до блогерства. 10 лет почти проработал в большой строительной компании Global Building Contract. Я и там какое-то время проработал в Атриксе. В принципе, я всю жизнь связан был со стройкой. У меня родители занимались ремонтом, шабашкой, я с ними ходил, там обои клеил уже там с 7-8 лет с мамой, оттуда и вот это все, вот эти обзоры я снимаю, люблю показывать жилые комплексы, обзоры на строительные материалы. Итак, что мы имеем на данный момент? У нас вот посаженные елочки, вот такая есть голубая елочка, есть можжевельники, кустарники, вот такие вот небольшие елочки, ель. Здесь у нас вот орех у меня растет, вот вообще классный. Очень такой плодовитый, орехов у нас очень много, белочки у нас бегают здесь. Здесь есть слива, там яблоня растет, это все нужно подрезать, всем этим заняться, там сирень есть. А так в целом, то есть вот эта вот зона вся она голая, мне не нравится. Ну вот розочки, конечно, тоже посажены, куда без них, да, жена посадила. И вот эту всю зону я хочу посадить, высадить какие-то деревья. Помимо еще хочу сделать здесь детскую площадку, но это потом. Сейчас пока займемся деревьями. Ставьте лайк. Напишите комментарии, интересно ли вам. Ну и, кстати, подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. В первую очередь решили поехать на базар, благо он здесь рядом. Вообще у нас на районе практически все есть, базары и магазины. Мне нравится наш район, это Кыргауылда, получается здесь воздух чистый, горы, в этом плане классно. Не сильно далеко от города, 10 км. Есть вот такие вот классные плюсы, но есть, конечно же, минусы, да. Это вот мне то, что раздражает каждый раз, когда я приезжаю домой или уезжаю, настроение портит. Меня раздражает это вот наша дорога. Покажи. Видите, я не знаю, когда ее сделают, возможно, к 2050 году или когда-нибудь, если здесь какой-нибудь олимпийский чемпион выйдет, да, возможно, тогда сделают. Но в ближайшее время, то есть, можно не ждать этого. Почему все время мне приходится брать высокую машину? Это вот именно из-за этих дорог. Это еще нормальный вид, это когда она высохла. Седан возьмешь, здесь, то есть ходовку оставишь, мне так кажется. Поэтому приходится такую, как минимум, паркетник брать. Да, это RAV4, вы его сильно, бедную, захейтили. Я не знаю, у меня там такой, кошмар творился в сторис, я закинул. Это вот RAV4, и она очень классно подходит к этому району. Думаю, на нее обзор снять, показать ее плюсы, минусы, да, если они есть, чтобы вы просто так не хейтили. И такой прям, возможно, даже YouTube-канал открыть про автоблогерство, да, про машины рассказывать, свои, чужие. Напишите в комментариях, будет ли вам это интересно. Так что поехали на базар на моем RAV4. Вот подъезжаем, это наш базарчик. И вообще я обожаю по базарам ходить. Вот они, елочки, смотрите. Это наш универсальный рынок, здесь все есть. И мясо, и овощи, фрукты, продукты, деревья продаются, опалубку продаются, строительные материалы. В общем, здесь все есть прям. Вот, смотрите. И выбор такой. Вот такую вот елочки хотел бы. Вот, и вот, кажется, голубая. Но это голубая, да? Ау? Суперблю деген сорт. Суперблю, да? Ну, голубая, да? Да. 50 мыңнан метр, да? Иә, ну вот көрдіңіз. Ага. Мыналар 160-тан. Ну да, демек, на штамбе ма қалай? Жоқ, бұлар чупа-чупстер. Чупа-чупс, да? Иә. Мыналар щетаждық. Қаншадан? 140-тан. Мынандай отырсаңыз модный. Бұлар қаншадан? Бұлар да сондай бойлар. Жоқ, бағасы. Мына 130, 130-140 мың. Бірақ красота болғанда. Но не. Ол вечный зеленый, бұл не? Рододендрон деген гүл. Қыста жапырағы түсіп қалмайды, бірақ сәл бойы 3 метр болады, шырынасы да сондай болады. Мына Турцияда бір жерге барғанда көрген шығарсыздар олар. Бізде өсе ма бұл нормально, не замерзнет? Жоқ, өте жақсы екен. Үлкендері 120, достаточно посадка. 120? Бір сосна ма? Иә, бір сосна. Сосна по 30 тысяч метр, а елки, голубые елки по 50 тысяч, 50-40 тысяч. А этот тинчанский бар ма елка? Жоқ, да? Тинчанский жоқ. Утатешки цены хорошие, кажется. Бар ма апорттар сізде? Қырғыздың? Біздің қазақтың өзінің апорттары жоқ па? Қырғыз қана ма? Есікте де жоқ. Неге? Неге жоқ? Енді восстанавливать жатыр есікті.
Бәрін шауып өлтіріп тастаған ба сонда? Жоқ қылып жүрген ба оңбағандар? Слышали, да? Наши казахстанского апорта нет уже. Есть киргизский апорт. Наш вот до того все это вырубили. Ну, просто уничтожили наш апорт. То есть даже нет саженцев. Наухандай кустар. Самшит? Да, Ага. декоративные. Они все летом и зимой зеленые. Да? Жапрак тастамайды. Он в любом месте растет нормально, неприхотливый? В любом месте растет, неприхотливый. Ага. В любом месте растет. Классно. Сколько стоит? Где-то мы нам было. Джитман, да? Вот такой куст, да? Они Ага. густые, хорошие. Ага. Это можжевельник, это не туя, да? Смарагд деген осы, да? Смарагд, вот они, да? Вот они. А почем? Вот такие вот красивые, мне вот нравится на штамбе. Очень интересно смотрится. Вот елочки, вот смотри, сколько они. Это какая? Тиньшанская? Тиньшанская, правильно, да? А мынау 100 мыңнан, да? С посадкой тоже, да? Ага. А сосны почем? Хорошие цены. 100 тысяч, 3 метра 100 тысяч. И вот тиньшанская 100 тысяч тоже. Желтая сосна. А осындай пышный болып өсе ма сонда? А высоту он растет, да? До 5 метров. 45 тысяч. Голубая ел. Ел. Почем? 120, 150 қанша метр? 3 метрден. 3 метр. Доставка, посадка, бәрі. Все входит, да? Удобрение, бәрі. Но пихта, да? Ага. Баняға сосын бола ма? Жасайсыз үйде. Қаншадан? Бұлар 30 мың теңге. Апорт. Бар. Мы уже слава. Киргизский или наши? Наши? Біз қазақтың апорты жоқ деп жатыр ғой. Бар, шығарып жатыр ғой. Бар ма? Шығарып жатыр ма? Совсем мынандай болмаса да. Ие. Наподобие. Ага. Вот он апорт. Уже Видите, вот. плодоносящий Ага. с питомника с комом по 10 тысяч тенге. 10 тысяч тенге. С посадкой? Ну, можно с посадкой. С посадкой, да. заставкой можно договориться, да? 10 тысяч тенге, вот оказывается, ну, есть, как бы наш апорт, но все равно, говорит, по размеру он не такой, как раньше будет, но более-менее, короче, подходящий. Чуть-чуть похож, да? Андай бар ғой, сен апорт болады дедің ғой, почти деп айттың ғой, сондай болады, да? Вот такие вот цены. Все-таки говорят, есть наш апорт, я не знаю, ну, можно, в принципе, посадить, попробовать. Я бы, наверное, еще апорт, грушу, наверное, посадил бы. И сливы, вот прям есть такие большие породы, которые вот такие огромными они растут. Базары, понятно, но у нас есть еще такой вариант. В сторону Каскелена есть несколько питомников. Наверное, туда поедем, там еще тоже посмотрим. Поехали. Расскажу вам историю одну, чтобы было интересно в дороге. Как я вообще купил этот дом, частный дом, это вообще интересно. Я говорил, я снабженец, я всегда анализирую цены, я очень долго смотрел квартиры, они очень дорогие, то, что я хотел, там, 90-120 миллионов кумбат. Я решил купить, в общем, частный дом. Опять же, тоже долго смотрел, и вышел этот дом по очень хорошей цене. Он ниже рынка был. Я приехал, посмотрел с женой, смотрим, нам нравится этот дом. Классный, светлый такой, свежий ремонт. Все есть, все удобно. Мы говорим, мы покупаем. Загвоздка в том, что денег нет. Денег абсолютно нет. Ноль, короче. Я говорю, дом буду я покупать. Единственное, дайте мне немножко времени, 2 месяца. Я решил продать свою квартиру, которая у меня в городе была, да, трешка, но она меньше стоит. Я говорю, я вот еще Range Rover у меня-то на тот момент был, я говорю, его продам, сону сатып, еще добавлю, там в долг найду. Я говорю, в общем, я забираю. Он говорит, хорошо, дайте задаток хотя бы, пару тысяч долларов. Я говорю, хорошо. И у меня даже этих денег нет, чтобы вы понимали. Даже там задаток отдать $2000, даже их не было. Вот, хорошо. Кстати, спасибо Серику. Я Серику позвонил, у друга взял, отдал этот задаток и 2 месяца продавал квартиру свою. Я думал, квартира быстро продастся, а рейнджик будет долго продаться. Вышло вообще вот абсолютно наоборот. Рейнджик у меня там в течение 3 дней забрали. У меня друзья даже удивлялись. Мы говорим, здесь Камри не можем продать. Как ты рейнджик умудрился продать еще по хорошей цене? А квартиру я очень долго продавал. В итоге Арашка там 3 месяца прождал. Он молодец, ему большой рахмет Тимуру, бывшему хозяину дома. За то, что подождал, во-первых, за то, что и во-вторых, за то, что он построил такой хороший дом. Да, там что-то нужно было доделывать, но тем не менее он очень такой оказался хозяйственным. Честно говоря, сам не хотел строить
и говорят, а что ты сам не построишь, ты же все там знаешь. Во-первых, это сложно. Ну, то есть в том плане, то, что это очень много времени, очень много энергии забирает. Ты должен ездить, постоянно все контролировать, все смотреть. Это раз. Два, сейчас по мне проще купить готовый дом, чем строить, потому что цены на строительный материал очень дорогие, земля дорогая, а люди, которые продают частные дома, которые раньше не построили, они же примерно там считают по тем деньгам, которые раньше они вот в свое время потратили, то есть, соответственно, это будет дешевле. Поэтому я купил вот этот дом. Сейчас живем, радуемся, мне здесь все нравится. Недавно думал, может, все-таки переехать, ой, болда, но что-то не могу. Уже так подумал, представил себе, что я на квартире живу, это уже все равно не то. Кстати, мы уже приехали, я же говорил, что не так, в принципе, далеко от моего дома, 5 минут по трассе, и вот первый вот питомник, который мы увидели, сразу заехали. Вот здесь вид. Хочешь, давай покажу. Вот так можно подснять. Давайте я вам подсниму. Вот елочки здесь растут. Какие-то высохшие деревья. И вот такой вот питомник. Вот здесь, смотрите, здесь елочки. Березы. Еще какие-то саженцы. Я не знаю, что это за деревья. Карпкурик. Что здесь есть? Здесь уже открутка какая-то идет, походу. Сейчас им немножко не до нас будет. Пока сами давайте посмотрим. Вот, смотрите, елка красивая. Прям высокая геометрия, прям хорошая, мне нравится. Это не очень. Вот это прям, смотрите, классно, да? Она прям пышная. Вот здесь вот какие-то пробелы есть, не нравится. Вот это прям классное. Я вот сейчас пока думаю, что посадить. То есть вот такие вот голубые ели. Мне очень нравятся они. Либо сосны. Сосны мне тоже нравятся, когда они высоко растут, высокими становятся, они прям так очень благородно, красиво смотрятся. Ну или тиньшанские. Туи, конечно, обязательно надо будет посадить. Здесь кустарники, можжевельники. Вот так она вырастет, если сосну посадить. И очень классно, дорого это смотрится, мне нравится. Я прям кайфую. Я говорю, походу это возраст уже. Из Польши едет. Импортер Казахстан. Смарагды из Польши. Да я думаю, это все здесь растет, оказывается. Походу привозят. Бельгийская смарагда. Прикинь. Ну, прям красиво. Ух, колючая, ё-моё. Красивая. У меня вот точно такая же посажена, но она не такая густая. Это прям такая густая. Мне вот интересно, как они это делают, как они такой сорт сделали. Вот смотрите, он снизу вот так не растет и вот так вот только верхушкой. Вот такие вот виды есть. У меня вот такая же маленькая до сих пор. Вырасти не может нормально. Мопс называется. Так, ну вот, в принципе, здесь выбор есть. Давайте кого-нибудь найдем, чтобы нам рассказали, объяснили. Вот так она пышная. Если будет выглядеть, супер. Вот такую я точно хочу. Давайте посмотрим, что у них в теплицах есть. Ох, вот оно что. Ну, то есть это то же самое, только они еще маленькие. Опа. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам вообще, пожалуйста, вот это что у нас? Это сосна пирамидальная. Это компактная сосна, она будет максимум 5 метров. То есть если земли мало, можно такой Да. лишь посадить, да? Да, 5 метров. 5 и метров. ширина всего лишь 1,20 м, полтора максималка у нее. Цена? Цена 50 тысяч. Я вот читал, что она с Бельгии прям. Да, Бельгия. Почему Бельгия? Там смотрел, там Польша написано. У нас в Казахстане не развита селекция, поэтому у нас не выращивают такие вот, не выводят селекционеры, к сожалению. Новые сорта такие вот интересные. Европа этим занимается. Так, давайте так сделаем. Давайте я вам покажу. Смотрите, вот мой двор. Вы мне можете, вот, допустим, я хочу сильно сэкономить на ландшафтном дизайне. Вот, поэтому не хочу дизайнера нанимать. Вы лучше мне вот подскажите, вот смотрите, это вот мой двор. Вот. Я вот сюда, вот с этой стороны, вот сюда тоже хочу что-нибудь посадить. Что посоветуете? Да. Это соседское, да. Мне не нравится, что Чтобы не видно было соседа и не завидовать. Ага. Вот уже нравится. Да. Здесь можно посадить ель тяньшань. Вот. Ага. Она сажается одна на 5 метров, 4,5-5 метров. Почему 5 метров? Потому что ее диаметр будет такой. 5 метров диаметр? 4,5-5 метров в диаметре, да. Так, а с этой стороны? Вот где, вот, с этой стороны, в принципе, у вас там же нет соседского двора. Ага. Поэтому, я думаю, можно посадить просто вот тую смарагд, классику взять, и, например, между ними посадить гортензию метельчатую. Это что? Это кустарник, он цветет все лето.
Елки. Давайте посмотрим тогда елки почем. Вот такую вы предлагаете? Да. Ага. Это вот ель Тяньшань. Она у нас реагирует на высокогорье. Чем Она ближе к горам, она тем быстрее растет. Чем ниже к Ташкентской, она медленнее растет. Ага. То есть вот на Медео это вот Тяньшань. Ухаживать как за ней? Сложно, нет? Нет. То есть вы ее посадили, один раз в год внесение удобрений и все. Поливать как часто надо? По мере подсыхания, потому что весной не угадаешь, дожди идут, не идут, какое лето, засушливое, не засушливое. В засушливую погоду 3 раза в неделю желательно растения поливать. Ну и вообще желательно поливную систему иметь. Автоматизированную. У меня там стоит автополив, он нормально. Ну, Нормально тогда хватает, автополива да? будет хватать, да. Если вы хотите, чтобы выросло быстрее растение, вот эти почки, когда они начнут расти, вегетировать, то есть начнут увеличиваться, Вот это, да? веточка начнет расти. Ага. Вот эти почки – это ветка. Когда они начнут расти, в этот момент, если вы будете обрабатывать препаратом циркон, то вот эта веточка будущая заложит побольше почек на следующий год. То есть вот здесь вот видно, вот, что здесь будет 3 ветки. Видите? Вот здесь вот одна. Вот видите, только будет веточка. Вот одна почка, одна ветка. Семена ничего не кидает, сам по себе там не может вырасти дальше. Ну, на Медео у нас растут, да, сеются самосейки. А у нас могут? У нас, Вряд ли, да? ну, редко такое я видела, чтобы насеялось и выросло. Само по себе так Да. не бывает, да? Так, сосны. Почем они у вас? Кстати, подождите, так, здесь у нас цена какая? Вот это, вот такой рост идет 65 тысяч. Есть метровые 65 000? по 25 и 1,5-метровые 35. У нас сосны, да? Ну, это небольшие. Сосна Сколько? обыкновенная, 1,5 метра, да? Это? Да. Ага. 1,5 метра 70. Ага. Есть они у нас 1,5-метровые 15 тысяч, 2 с плюсом 2,40, 2,50 они идут 25 тысяч, и в 3-метровые 35. И есть в грунте, которые уже больше, около 4 метров, они идут по 45. 45-4 метра? Да, 45 тысяч тенге, Ага. 4-метровая сосна. Классно. Чего вы собаки хотите? Не бойся, не бойся, не бойся. Она вообще связана должна быть. Она отвязалась, оказывается, да? Я вот хочу что-нибудь такое вот необычное, вот на штамбе что-нибудь. Это вообще как это выращивается, как это делается? То есть сначала выращивается штамп, и потом делается прививка. То есть здесь вот у нас на штамбе несколько сортов елей, несколько сортов сосен, и есть вот лиственница тоже на штамбе. То есть все, крона теперь будет только вниз. Откуда это? Тоже Европа, да? Да, тоже Бельгия. Цена? 120, Эти 120? Да. Ага. 45 лиственница. И Ага. вот это вот глаука идет 130. А вот это вот, Сосны 120. это сосна, да? Да. 120? Типа черная или как она? Это идет карликовая сосна. Ага. Она есть у нас и без штамба, и есть на штамбе. Без штамба, конечно, дешевле. Без штамба, вот сосенки, они у нас стоят 42 тысячи. Здесь это другой Это сорт? тоже другой сорт, да. Ага. Вот. Она идет до метра. Она медленнее Как растет. называется? Это глобоза. Есть еще сосна вот такая интересная у нас Винтергол. Она меняет окрас. То есть зимой она стоит ярко-золотая. А, вот такой желтый, да? Не такой, еще ярче, прям золото стоит. Летом она становится зеленой. То есть она меняет окрас. Это что у вас за растение? Это у нас гортензии. А, вот то, что вы предлагаете. Да, цветет постоянно. Их несколько сортов. Постоянно летом. Да. Зимой не цветет? Нет, конечно, листопадная. Вот это вот интересная ель, это Изелия фастигиата. Она тоже компактная. Она не растет сильно высоко и сильно широко. То есть это вот ее форма, она больше такая яйцевидная форма, вытягивается. А, и вот такой она примерно стоит, да? Не сильно обрастает. Она идет, да, в ширину она всего лишь 1,20 м, 1,5 м. И в высоту 5-6. Потом начинает медленно расти. Цена? Она идет 75 тысяч погонный метр. А вот эти зеленые? Тиншанские? Это европейка. А, европейка. Европейка Ага. стриженная. Стриженная это что значит? Это её стригли. Постригли, Да. и она дальше в ширину пойдет же? Если, Двигается, да? если вы ее в распуск пустите, то она пойдет в ширину. Если хотите, дальше стригите. 25 тысяч погонный метр. 25 погонный метр. Здесь у нас сколько? 54 будет. 4 метра, где 200 100 тысяч. тысяч. Да? А, 100 тысяч, да. Ну, Да. 100 тысяч это мои еще сверху. Так, это вы тоже продаете, у вас все это есть, да, то, что вы говорите, Да. там брызгать надо, удобрение. Не все есть. Ага. Это вот просто мы работаем с одним производителем, сами используем вот этот биокомпост. Ага. И тоже клиентам, кому надо, Сколько продаем. стоит?
4000 мешок 40 литров. Вот этот состав точно подтвержден лабораторией. То есть, как здесь написано, точно совпадение. 4 метра, да? 4-метровый, 3, 3,5, 4 вот с поля на выбор. Цена? Любая 45. 45, да? Да. за штуку. Ага. О. Когда идет густая посадка, они больше тянутся вверх и меньше ширины дают. Поэтому между соснами желательно 4,5-5 метров давать. Это какая елка? Это глаука. Глаука? Мгм. Она уже не такая голубая, да? У глауки неустойчивая ДНК, то есть это сеянцы. Ага. Когда берут даже семена с ярко-голубой ели, идет расщепление семечки, она может быть и зеленая, и сизая, и голубая вырасти. Может во время роста поменять. То есть быть зеленой, потом стать сизой. О, вот так ничего вот, себе. да. Так, это здесь у нас сколько метров? Где-то метров 6. 6, да? Цена? 500 тысяч. 500 тысяч, да? Ага. Допустим, если такие брать, вы сами все можете же там выкопать, посадить в этом плане как? Сервис. Ну, копка наша, Ага. а если посадить надо, то плюс 25% от стоимости материала. Доставка отдельно. Пока не забыл, я еще хотел, знаете, какие-нибудь яблоки, груши посадить, чтобы вот так со двора кушать. Куда? Есть? Плодовые. О, да, плодовые какие-то деревья. Мне вот сейчас только что на базаре сказали, апорта нет, говорит, нашего казахского. У вас есть? Нет, у нас еще сохранился старый алматинский именно апорт. Ага. Открытая корневая система, то есть без кома. 3000 за саженец. Также есть черешня, вишня. Черешня есть красная, черешня есть желтая, вишня десертная, яблок около 10 сортов. И слива, чернослив есть. Вот такой здоровый, что Да. есть такой, да? Есть никитский краснощекий абрикос есть, груши, талгарка, дюшес. Ну, то есть выбор есть. А сейчас уже апрель. Ну, то есть в этом году чуть-чуть холодно же было. Сейчас можно садить? Сейчас нужно садить. То есть 40 дней до жары корневая система развивается при температуре плюс 18-22, самое идеальное. То есть в этот момент корневая растет очень хорошо, интенсивно. В лето, в жару уже здоровая корневая система будет у растения. Короче, я вовремя приехал, да? Да. Хорошо. Пойдемте посчитаем, посмотрим. Вот смотрите, у вас здесь, где вот забор, где дорога, 20 метров. Поэтому у вас влезет только 8 смарагд на 20 метров и 9 гортензий. Здесь у вас 15 метров. Мы взяли 5 тиньшаней. Они медленно растут, то, что вы ближе к Ташкентской. Почему ближе к Ташкентскому, не ближе? Ну, ближе. Чапай считается выше туда. Вот, Прям совсем в гору? Да. Ага. Те там быстро растут тиньшань. Поэтому мы сейчас посадим 5. На будущее, если когда они будут срастаться, просто 2 уберем, пересадим. У вас стоит орех, поэтому здесь мы ничего пока не трогаем. Надеемся, что вы его спилите когда-нибудь. Не знаю, он мне нравится, классный же. У вас там 2 ореха получается, Да. они очень громадные уже, больше 20 метров. Он закрывает всю вашу площадь, во-первых. Ну и во-вторых, он же не очень полезный. В том плане, когда он цветет, он, так сказать, ядовит немного. Почему беседки нельзя ставить под орехами, спать нельзя, когда цветет орех. Окна лучше закрывать, когда цветет орех. Почему? Я думал, это просто там какие-то байки про орех, нет? Нет, оно во время цветения действительно не очень полезное дерево. Ага. Вот. Поэтому вам вот этот орех, который дальше от дома можно оставить, а вот который вот прям под окнами, и практически он всю территорию эту забрал. Здесь вы можете просто потом уже ландшафтное озеленение дальше сделать. О, ничего себе. То есть это серьезно прям, да, так? Ну да, рекомендуется действительно топчаны не ставить там под орехами. Я летом ставлю туда бассейн обычно. Я туда еще хочу, думаю, детскую площадку поставить. Нет, детскую площадку я бы не ставила, потому что дети, они и зимой, и летом, и во время цветения они постоянно там. Бассейн обычно уже стоит летом, да, уже цветение закончилось, да. То есть, как бы еще бассейн я согласна, а вот детскую площадку я бы не ставила. Он прям так сильно такой вредный, что ли? Что он? Ну, не до такой степени сильно, но бывали случаи летального исхода, когда человек засыпал и вот не просыпался утром. Здесь еще, конечно, зависит от организма, там, от твоего здоровья, но бывает, да, это риск. Офигеть. Надо спилить его, да, получается? Ну, я бы рекомендовала спилить. У вас тоннами вы все равно орехи не сможете скушать. Скорее всего, явно раздаете всем. Да. Вот, как все так делают. Поэтому одного ореха вам достаточно, а вот этот уберите. Здесь вот дом, фасад на дом откроется, вид на дом откроется. И вот здесь вот можно будет уже потом еще какие-то группы сделать. Ну, тоже это как бы немножко суеверие, но говорят, да, что лучше пусть старик спилит. Типа старика не жалко или что? Да, старика не жалко. Очень добрые.
общая сумма у вас вышла 745, плюс 25% посадка, 931 тысяча тенге у вас вышла. 930, короче, по чуть-чуть, Да. почти под лям, короче, набрали, да? Да, вы выбирали, то есть не маленькие растения, то есть можно было, конечно, сэкономить. То есть здесь смета нельзя угадать точно, то есть здесь уже смотрит сам клиент, хочет ли он сразу и Да. какой хочет результат. Можно еще больше, выше, да, то есть вот, вы взяли Это средний, да? Я вариант. всегда за средний вариант. Да. Нормально. Хорошо, спасибо. В общем, договорились, выбрали. Теперь на днях должны приехать, все посадить. Вообще интересно, да, про орех я удивился. Я думал, это просто какие-то байки. Вы знали ли такое? Напишите в комментариях. Я еще помню про иву тоже такое же говорят, плакучее. Ну, там насколько знаю, там вроде просто нельзя. Там, к несчастью. Так что напишите в комментариях, какие вы еще такие приметы знаете и что нельзя дома садить. Ну давайте теперь покажем по итогу, что мы сделали, какая работа была сделана. И я надеюсь, что вы оцените. Вообще, смотрите, эту сторону мы, вот эти все розы мы все полностью оттуда взяли, пересадили сюда. Этот можжевельник пересадили, этот можжевельник я тоже посадил. Вот такую на штамбе, короче, елочку посадил. Мне она больше всего нравится вот такая. Она как раз классно растет. Вот такой пышный, большой, короче, будет. Розу нам советуют лучше ее, пока, говорит, пусть она сидит, потом лучше ее убрать и другую розу посадить, потому что, оказывается, ну, типа, плохой сорт. Шиповника много, короче, магнолия. Вы знаете то, что вот я вот никогда не знал. Вот этот куст магнолии, вот этот цветок, он очень дорогой, блин, представляете, он 50 тысяч стоит, есть еще 120 тысяч. Здесь, вы помните, у меня елочки росли, мы вот пару штук пересадили, сюда чуть в сторону убрали, да, вот раз, два, три. Карликовая, это сосна черная, кажется, называется, ее оставили, и здесь мы вот такую зону сделали. Сейчас, наверное, не сильно видно, они слишком маленькие. Я говорю, блин, что они такие маленькие? Они говорят, нет, ребят, Азамат, у вас земли немного, это нормально, у вас там в течение года она уже большой вырастет. Это барбариска, можжевельники и еще какие-то кусты, я вот уже, честно говоря, не помню. И эти все композиции мы вот так засыпали прям плотно, мощно корой. Вот кора деревьев. Ну, в принципе, она не дешевая. 6 тысяч мешок стоит сюда. Сюда 5, 10 мешков ушло. Был вариант с камушками, вот эти белые камушки декоративные. Они дешевле, но они не практичнее, сразу вам скажу. Посоветую лучше вот такую кору, потому что эти белые камушки вы положите один раз нормально, но потом, когда уже будет дожди, снег уже пойдет, они будут грязными. И люди, которые вот пользуются этими камушками, они говорят, им приходится это все собирать, отмывать, каждый камушек потом обратно стелить. В общем, это непрактично. Лучше вот такую кору. Это у нас гортензия на штамбе. Вот эти елочки мы тоже немножко место поменяли, потому что они еще маленькие, но вообще потенциально они, то есть 1,5 метра будут в ширину и будут высоко расти, поэтому пришлось немножко ее вот сюда передвинуть. Эту мы оставили на месте. Здесь вот отсюда мы все, получается, розы все убрали, которые были. И здесь у меня пионы растут. Я планирую их вообще взять полностью, все пересадить. Посадил сюда сколько? 9 туй. Это туя смарахта называется. В год она по 40 сантиметров растет. Я когда покупал, они чуть такие повыше казались. Но это из-за горшка. И посередине мы пустили гортензии. Посадили вот такие вот тиньшанские елки. Сколько? 5 штук их посадили. Они очень пышные, классные. Будут расти вверх и вверх. И будет классно. Ну и самая главная елка. Мы здесь сейчас еще, кстати, я здесь утрамбовал. Здесь мы еще готовим площадку для детского игрового комплекса. Ну и давайте елочку покажу вам. Это я в другом месте. У Татешки, помните, на базаре была Татешка, которая распродавала по 300 тысяч. Вот я у нее взял. Вот эта вот красота, блин. Я ее выбрал. Самую красивую. Она меня прям радует. Вот этот уголок мы сейчас хочу нормально облагородить. Сюда газон посадить. Вот эту ель, кстати, мы тоже, у меня на территории наросла, места уже не было, мы ее сюда тоже посадили. Сюда тоже алаберса, потом газон хочу посадить, и будет нормально, думаю. Кажется, то, что немного, но, блин, реально работы много было. Я прям аж включился. Недавно вот обрызгал все это ядом. В питомниках видел, есть такие же, но они прям покрасивее. У них и вот эти иголки подлиннее, и попушистее. Оказывается, они у меня болеют. Я купил яд, прям все обработал, все хвойные растения. Короче, прям
включился конкретно. Я вообще думаю, может еще что-нибудь посадить. Вообще думаю, может нахрен баню снести, или там картошку может посадить, что ли. Вот такие вот дела. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Порадуйте меня, мотивируйте меня. Чем больше просмотров, я буду дальше это все делать и вам показывать. Всем рахмет.